В эфире «Вечерние новости», в студии Василий Радченко. Здравствуйте. И вот некоторые темы, о которых поговорим в этом выпуске. Для нужд Дальнего Востока, несмотря на дефицит во всем мире, закупят новые аппараты искусственной вентиляции легких. Дети из малоимущих семей в Якутии во время самоизоляции будут получать продуктовые наборы. Саханефтегазсбыт снизил цены на некоторых своих АЗС. На каких именно, расскажем в конце выпуска. Правительственный сайт stopcoronavirus.rf обновил последнюю информацию по эпидемиологической ситуации в России. 954 новых случая заражения коронавирусом выявили в стране за минувшие сутки. 2 человека скончались, выздоровели 51. Таким образом, всего в России на данный момент зафиксировано 6344 случая заболевания COVID-19. Из них 47 с летальным исходом, удалось вылечить 406 пациентов. В Якутии еще один пациент выздоровел от коронавируса. Об этом сообщили на брифинге оперштаба. Его сегодня выписали из больницы после полного выздоровления. Проведенные после лечения повторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Таким образом, на настоящий момент в Якутии полностью излечились от коронавируса 7 пациентов. Один анализ за минувшие выходные показал предварительно положительный результат на COVID-19 в Якутии. Айсан Николаев сегодня в ходе брифинга рассказал о текущей эпидобстановке в регионе. Так, подтвержденных случаев остается 15. 7 человек, как уже ранее сообщали, вылечены, и 8 остаются в Якутской клинической больнице. На этой неделе у некоторых из них курс лечения подойдет к концу, и их выпишут домой. Что же касается предварительно положительного анализа у якутянки, прибывшей 29 марта из Нидерландов, женщина все это время находилась на самоизоляции. Сегодня ее анализ отправили в центр «Вектор». В выходные дни весь ее ближайший круг контактов установлен, у всех анализы взяты, и по состоянию на сегодняшний день все анализы, они отрицательны. Анализ ее отправлен сегодня в Новосибирск на подтверждение «Вектор». Мы думаем, что завтра к вечеру подтверждение уже. Глава напомнил, что прилетающих из-за границы теперь в обязательном порядке помещают в обсерватор. Лицам же, вернувшимся из других субъектов России, выдается предписание об обязательной самоизоляции дома. Также глава отметил, что ни один регион не закрыл аэропорты для внутренних перелетов. Авиакомпании просто приостановили все свои движения. Например, авиакомпания «Победа» в стране остановила свое авиасообщение. Есть у нас уже сокращение со стороны S7 в целом по стране. И у нас по Якутску рейсы начинает снимать и Аэрофлот. Поэтому сокращение такое есть, и оно, конечно же, действует в целом на ограничение уже авиасообщения внутри страны. Айсан Николаев рассказал о работе госучреждений в период самоизоляции. Так, МФЦ продолжает принимать граждан, но только по предварительной записи. Это сделано для того, чтобы в учреждении не образовывались очереди и большие скопления людей. Хочу сказать, что с сегодняшнего дня МФЦ у нас работает, но работает оно по предварительной записи и только по тем услугам, которые не предоставляются в электронном виде. Все услуги, которые предоставляются в электронном виде, так они и будут предоставляться, в очном виде они предоставляться не будут. Поэтому граждан прошу на это тоже особое внимание обратить. Теперь более подробно о работе Центра «Мои документы» в Якутске. Физических лиц принимают в офисе на Амосова 18, юридических на Ярославского 37. Повторюсь, что прием ведется строго по предварительной записи. Ее можно осуществить, воспользовавшись сервисом на сайте mfcsaha.ru с сегодняшнего дня. В МФЦ нам сообщили, что на эту неделю запись уже полная, и если кто-то из записавшихся решил остаться дома, необходимо отменить запись, чтобы услугами офиса смогли воспользоваться и другие. Для соблюдения режима необходимо использовать в первую очередь электронные сервисы, в том числе по услугам Росреестра, выпискам из ЕГРН, регистрации юридических лиц. Подробнее с перечнем услуг, которые можно пройти электронно, а на какие оформить предварительную запись, вы также можете, ознакомившись на портале. График работы отделений: с понедельника по пятницу с 9 утра до 20 часов вечера, перерыв с 14 до 15 часов на дезинфекцию, суббота, воскресенье, выходные дни. Сотрудники работают в масках и перчатках, сделаны перегородки на каждом рабочем месте, также убраны все скамьи из зоны ожидания, а стулья теперь стоят далеко друг от друга.
Налоговые инспекции в Якутии приостановили свою работу. На такой шаг пошли в целях нераспространения коронавируса и в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Прием обслуживания налогоплательщиков приостановлен до 30 апреля. Между тем, Управление ФНС по Якутии напомнило, что большинство вопросов можно решить и не приходя в налоговую инспекцию. На сайте ФНС России в разделе «Сервисы» находятся все необходимые для этого инструменты. Как физлица, так и организации могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью личного кабинета. Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно и по бесплатному номеру единого контакт-центра ФНС России 8 800 222 22 22. Сегодня первый день дистанционного обучения якутских школьников и студентов. Из-за перевода процесса в онлайн остро встал вопрос о доступности не только интернета, но и материально-технической базы. Для нужд школьников Якутска управлением образования мэрии было закуплено 525 планшетов и сим-карт с безлимитным интернетом для детей из малоимущих семей. Работает и горячая линия управления образования. С начала учебного дня поступило довольно много звонков как от родителей, так и от учителей по самым разным вопросам. Пока поступило около 30 телефонных звонков, сложности с подключением интернета, то есть, к сожалению, в городе Якутске не все районы имеют доступ к интернету, то есть дети используют в основном мобильный интернет, в части имеется Ростелеком и ТТК, это проводные линии. День покажет, пока по школам результаты очень хорошие. Также дети из малоимущих семей будут получать продуктовые наборы. Министерство образования и науки Якутии приняло решение и рекомендовало всем муниципальным районам и городским округам во время режима повышенной готовности организовать выдачу сухих пайков обучающимся из малоимущих семей. В перечень вошли самые необходимые продукты – крупы, макаронные изделия, мука высшего сорта, говядина тушеная, печенье, молоко, сахар, шоколад, соки, свежие овощи и фрукты. Исходя из этого перечня, школы самостоятельно будут определять содержание продуктового набора на основании санитарно-эпидемиологических требований. Наборы родители учащихся будут получать один раз в неделю или один раз в 2 недели в зависимости от условий конкретной школы. Сухие пайки сделаны в основном из экологически чистых продуктов. Это мед, натуральный мед, долина Туймады. Полпред президента на Дальнем Востоке поручил проработать вопрос дополнительного финансирования для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких в макрорегион. По словам Юрия Трутнева, все средства, которые могут быть предоставлены по линии Минвосток развития России, должны быть задействованы. Аппараты ИВЛ должны быть распределены по субъектам Дальнего Востока с учетом нормативов и числа заболеваний на территориях. Минздрав России должен оперативно доложить, когда эти аппараты будут поставлены, подчеркнул Юрий Трутнев. Ранее министр здравоохранения Якутии Елена Борисова сообщила, что в регион закупают 26 аппаратов ИВЛ, которые будут распределены между медучреждениями республики. На благотворительные средства будут также закуплены 13 аппаратов. К сожалению, из-за отсутствия стабильного сигнала, либо же интернет-соединения вовсе, не все школы в Якутии смогли перейти на дистанционную форму получения знаний. Так, некоторые школы возобновили очную работу в Ивено-Бытантайском районе Якутии. О том, какие это учреждения и сколько в них обучается человек, рассказал глава территории. 6 апреля образовательные организации перешли на следующую форму обучения. Каргаласская средняя школа с 1 класса по 11 класс очная. Всего учащихся 32. Кустурская средняя школа с 1 класса по 11 класс очная. Количество учащихся 100, будут учиться 2 смены. Сокрытская средняя школа 9-11 классы очная форма. 9 класс 37 учащихся, 11 класс 17 учащихся. Также будут приниматься оперативные решения по обучению учащихся и воспитанников дошкольных учреждений.
Расписание движения маршрутных автобусов в Якутске изменилось с сегодняшнего дня. В городе возобновлено дневное движение городских и пригородных маршрутов. Установлен новый интервал движения. Так, с 6 по 30 апреля он будет выглядеть следующим образом. В часы пик с 6:30 до 9 часов утра автобусы будут ходить с интервалом в 15 минут. С 9 до 17 часов с интервалом в 1 час. И с 17 до 20 часов снова раз в 15 минут. В связи с неполной загруженностью на городских линиях работает порядка 150 автобусов. В обычный же период выходит около 400 машин. Напомню, что ранее с введением режима повышенной готовности и полной самоизоляции движение общественного транспорта в дневное время было приостановлено. Конечно, опасения, что будут часовым интервалом люди у нас большое скопление людей, но как бы этого нету, потому что у нас многие предприятия сейчас не работают на данный момент. Ввиду того, что будет потихонечку сниматься, так скажем, ограничения, пассажиропоток будет мониториться и, соответственно, как бы будут добавляться автобусы, машины на маршрут. И будем постоянно, каждый день, говорю, как бы отслеживаем за мониторингом пассажирным потоком, чтобы не было большого скопления людей в автобусе. Саханефтегазсбыт с сегодняшнего дня снизила цены на некоторых своих заправках. Скидку организовали на АЗС на Горнинской и Томодской нефтебазах, то есть в селах Нижний Бестях и Качекаце. Там топливо премиум 95 и регулятор 92 упало от 50 копеек до 1 рубля и 10 копеек за литр. На дизель цены снизили от половины рубля до 1 рубля 20 копеек. Как заявили в компании, корректировка произошла в связи со сложившимся положением на оптовом рынке. С марта этого года у поставщиков Саханефтегазсбыта цены на нефтепродукты начали снижаться. Режим самоизоляции свел на нет привычный ритм жизни большинства людей. Особенно это ощутили жители Москвы, где зафиксировано подавляющее большинство заболеваний COVID-19 и введены самые жесткие меры, чтобы граждане оставались дома. О том, как изменилась жизнь якутян, находящихся в столице страны, на ПМЖ, расспросил наш субкор в Москве Максим Кардозу. Эти кадры в конце прошлой недели активно обсуждали в соцсетях. Мужчина выгуливал собаку в закрытом из-за режима самоизоляции парке. Полицейские сделали ему замечание. Москвичу это не понравилось. В итоге его задержали за неповиновение. После таких новостей перспектива просто посидеть дома уже не кажется такой тоскливой. Вот и якутяне, живущие в столице, нашли чем себя занять на самоизоляции. В частности, я подписалась на онлайн-марафон одного известного якутского тренера, с которым мы питаемся правильно и устраиваем домашние силовые тренировки. Это во-первых. Во-вторых, я сейчас занимаюсь написанием программы подготовки своей авторской школы копирайтинга. Хочу учить всех желающих людей писать тексты хотя бы в тот же Инстаграм. Конечно, режим самоизоляции и повышенной готовности вносит свои неудобства. В сложной ситуации находится малый и средний бизнес. Пострадала сфера услуг, рестораны. Но предприниматели пытаются подстраиваться под новые реалии. У многих заведений есть своя служба доставки. И на этой неделе, по пятницам выходит у меня материал, я впервые в своем обзоре включил такое большое количество, рекордное можно даже сказать, количество ресторанов, которые доставляют еду для жителей Москвы и кто-то там еще даже до Подмосковья довозит. Конечно, очень важно в такое сложное время поддерживать малый и средний бизнес, поэтому все, что зависит от меня, я пытаюсь сделать. Многие люди в Москве, как и по всей стране, остались без доходов. И для приезжих самым актуальным вопросом стал вопрос аренды жилья. И в новых условиях многие собственники квартир готовы идти на уступки. Я позвонила хозяйке своей квартиры и предложила несколько вариантов, как мы можем договориться так, чтобы, грубо говоря, не она в минус, не я в минус, мы не ушли. И радует то, что они идут на контакт, все понимают нынешнее положение. Эксперты отмечают, в Москве паники нет. Город постепенно подстраивается под режим повышенной готовности. Люди начинают понимать всю ответственность самоизоляции и остаются дома. Тем более современные технологии и возможности точно не дадут вам заскучать. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. И на этом пока вся информация. До встречи в эфире.